здоровья. И сегодня с нами проведет беседу Шахсалыкова Машук Хамзаевна. Я врач-психиатр-нарколог высшей категории, со стажем работы уже больше 20 лет. Работаю здесь заведующей отделением медикаментозной коррекции нашего центра. Немножечко хочу рассказать, чтобы было понимание. Это республиканский центр, куда приезжают пациенты, люди с зависимостью со всех уголков нашего Казахстана, со всех регионов. Даже, более того, есть пациенты у нас иногда встречаются, которые приезжают из-за рубежа. То есть есть учреждения, которые занимаются в основном лечением на бесплатной основе. Причем, что интересно, что интересно, что у людей есть такая возможность, не мы, наркологи у себя, приехать к нам, пройдя необходимое госпитальное исследование, приехать к нам и пройти лечение, выйти отсюда и не выпасть из социума, то есть они на учет не берутся. Длится сама программа вся, занимает 12-13 месяцев. Минимальный срок лечения 2 месяца. Что такое зависимость и можно ли вылечить от нее? Начну с того, что зависимость бывает химическая и бывает не химическая. Кстати, по поводу не химической, это, например, лудомания, пиромания. Тоже, наверное, про это слышали. Наш центр занимается этим тоже. Конечно, основная масса – это зависимость люди, употребляющие какие-то… Признаки могут подсказать, что человек употребляет психоактивные вещества. Ну, это такой очень большой вопрос, обширный, потому что психоактивных веществ на самом деле очень много. Даже алкоголь относится к психоактивному веществу, да? Даже не только алкоголь, табак относится к психоактивному веществу. Это следы проколов на теле, да? Они бывают чаще часто на предплечьях, на голенях, стараются закрытые участки использовать, в области шеи, в области паха, под мышками. То есть те места, которые можно спрятать. Некоторые даже руки изначально не употребляют это где ноги, где подмышки. Вот. А потом в дальнейшем, когда уже сосуды забиваются, когда они склерозируются по-нашему, да, то они уже употребляют уже в других местах, уже где найдут, как говорится. И, естественно, эти люди внешне, они бледные, у них вид болезненный, черные, цвет кожи меняется, то есть становятся поведенческие изменения, потому что очень сильно психическое воздействие идет на психику. И здесь очень заметно поведенческие изменения. Люди становятся в результате употребления эмоционально очень лобильные, раздражительные. У них прям преобладают мысли об употреблении. Если, например, сравнить с опийными наркоманами, героиновыми, да, то у них бывают все равно периоды воздержания, он ходит, работает, в социуме более-менее, потом раз что-то случилось, он употребляет. Скажите, пожалуйста, куда можно обратиться за помощью? Но сейчас вообще какие виды есть оказания помощи? Это государственные учреждения, это частные структуры и НПО, независимые организации, правительственные, неправительственные. Да? А основная масса это, конечно, государственные учреждения, это есть региональные, областные, то есть центры. Вот у нас, например, здесь есть центр психического здоровья, который включает в себя психиатрическую службу и наркологическую, которая базируется на Ростовской 50, это бывший наркодиспансер. Вот, можно обратиться туда. Также, прежде чем туда обратиться, можно сначала пойти к врачу-психиатру-наркологу, который в каждой поликлинике существует. Есть такой врач. Если вы региональные центры оказывают лечение как на добровольной основе, на платной основе, кратковременные курсы, так и принудительного плана. Кроме того, существует еще частные, много сейчас, каждым годом открываются новые центры частного плана реабилитационные. Но там больше они направлены, наверное, на изоляцию пациента. Плюс, да, там проводится психологическая помощь, но в любом случае, наверное, все-таки уровень, конечно, он не сравним с теми государственными, например, организациями в плане психологической помощи. Центр – это республиканский центр, о котором я говорила. Лечение у нас, наш центр государственный, поэтому лечение бесплатное. Вы можете, минуя врача-нарколога, у нас есть сайты, у нас есть телефоны доверия, у нас есть телефоны контактные, по которым можно просто с врачом поговорить и узнать, что можно сделать, чтобы лечь, и приехать к нам. То есть, что может сделать семья, общество, уберечь подростка от потребления психоактивных веществ? Ну да, это такая большая проблема, потому что, к сожалению, особенно, например, актуально сейчас употребление синтетических веществ, психоактивных, и там как раз-таки возраст вовлечения – это именно подростки, молодежь. Есть, конечно, люди уже и постарше возраста, но очень большой прямо такой слой – это независимые дети, подростки. И здесь в первую очередь идет роль семьи, воспитания. То есть мы считаем, что все-таки оттуда идет изначально. Ну и кроме того, конечно, уже образовательные учреждения, они вспомогают им свою функцию должны нести. Но первое – это, во-первых, необходимо вложить ценности, необходимо очень человеческие ценности к ребенку. Необходимо приучать его к труду, к дисциплине, потому что это то, чего как раз не хватает нашим людям зависимым. Необходимо быть внимательными к своим детям, к своим близким, контролировать их образ жизни, куда они идут, чем интересуются. И что еще важно, сейчас, в нынешнее время, в основном наркотические вещества приобретаются посредством телефона и телеграм, то, что не отслеживается. Здоровая атмосфера в семье, доверительные отношения, чтобы… Вообще, что такое семья? Семья – это место, куда человек должен идти от всех проблем, всего это место, где ему должно быть хорошо. Но никак не место, откуда ребенок, и кто-то даже взрослый хочет уйти, убежать.
хоть и к обществу непонятно какому курица, да, к друзьям непонятно, которые доверительные отношения должны быть. Даже если сложно, да, если что-то какие-то есть проблемы у ребенка, мы должны его поддерживать, мы должны знать, что и как с ним. Он должен быть уверен, что бы ни произошло, ему всегда близкие его помогут. Не надо для этого искать где-то искусственно помощи или каких-то непонятных людей помощи. Вот это очень важно. Развивайтесь, цените себя, цените своих близких, любите своих близких, будьте к ним внимательны. Занимайтесь собой, занимайтесь все-таки как никогда вот это здоровый образ жизни, это очень важно.